С 1 января по 1 сентября в Сухумском роддоме появилось на свет 743 ребенка. 5 женщин поступили с замершей беременностью на большом сроке, что привело к перинатальным потерям. Со слов заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы Беллы Пилия, на сегодняшний день в отделении невозможно установить, по какой причине и на каком именно этапе замерла беременность. Нет специалистов, которые могли бы провести вскрытие и установить причину. Мы не можем, получив вот этого мертворожденного ребенка, отправить его на полноценное вскрытие, чтобы нам сказали, что вот на этом этапе, в таком-то сроке произошел сбой там в легочной системе или сердечной, или тут порог сердца, или еще что-то. Вот в этом плане мы очень ограничены. В роддоме работает около 30 специалистов разных направлений. Здесь возлагают большие надежды на молодых и перспективных врачей, в чьей квалификации нет сомнений. На сегодняшний день в Сухумском родильном отделении для детей, которые появились на свет раньше времени, есть все условия для реабилитации. Это инкубатор для недоношенных детей. Их у нас тоже много. Это фототерапия. Видите, тоже аппарат фототерапии. Это для гемолитической, для желтушки новорожденного. Оно лечит. И прекрасно. Бывает сутками дети под этим аппаратом. И исход у нас, слава богу, хороший. Касаясь темы абортов, заведующая отделением на удивление категорично. Она высказывается против прерывания беременности, в отличие от многих других врачей. И вот как Белла Пилия аргументирует свое мнение. Есть очень небольшая часть показаний, по которым я бы еще, конечно, этот вопрос старалась бы вообще рассматривать. Но я вам хочу сказать, что вот те люди, которые к нам приходят, просят сделайте аборт, ни у одного из них медицинских показаний не было. У них есть социальные показания. То есть или они скрывают беременность, или у них там они считают, что они закончили свою детородную функцию, они хотят уже больше не рожать. Я не настаиваю, чтобы люди рожали бесконечно много. Я понимаю, что это очень сложно. Но я настаиваю на том, чтобы люди планировали свою беременность. Являются ли роды платными в Сухумском роддоме? Этот вопрос, естественно, тоже волновал журналистов. Заявляю совершенно официально. Роды в Абхазии абсолютно бесплатные. Вы нигде не найдете у нас прейскуранта на роды, вы нигде не найдете человека, не сможете указать на человека, который не принял у вас роды, если вы ему не заплатили. Если вы мне найдете такого человека, который вам отказал в помощи, я готова сегодня же его уволить с помощью нашего главврача. Со времени последнего ремонта в роддоме прошло 10 лет. Здесь постоянно поддерживают чистоту и порядок. Но справиться своими силами с некоторыми проблемами не получается. Это касается прежде всего душевых кабин. Из-за их неисправности роженицам приходится спускаться на первый этаж, чтобы принять душ. Введены современные перинатальные технологии. Это комплекс мер и методов, базирующихся на традиционных способах выхаживания здоровых детей, формирования контакта матери и ребенка с первых минут и до выписки, совместное пребывание матери и ребенка, эксклюзивное грудное вскармливание, ранняя выписка из родильного стационара. Индивидуальный родильный зал. Женщина поступает сюда, она находится на кровати, перед родами, принимает положение, которое ей хочется. Вот у нас мячик, на котором она может обезболиваться. Все удобства для женщины здесь предоставлены. Женщина у нас рожает и находится в этом родильном зале до того момента, как она придет немножечко в себя. Как только она придет в себя, она идет уже с ребеночком вместе. Ребенок находится с ней на животе у мамы 2 часа. Потом, как только женщина пришла в себя, она идет в палату со своим ребеночком и находится уже там в послеродовом отделении. В перспективе у нас вообще, вот и руководством, и нами, мы планируем сделать индивидуальные родзалы полностью на этаже. Может быть, сделаем какие-то совместные, партнерские роды, то есть какой-то из родственников может присутствовать. Сегодня руководство Сухумского роддома ставит перед собой цель создать условия, при которых роженицы не выезжали бы за пределы Абхазии, а смогли бы получить квалифицированную помощь в наших больницах. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.